Я очень рад, что вы приняли участие в викторине. Я вижу, как много людей посмотрело, как много людей поучаствовало, как много людей оставили правильные ответы. Это значит, что этот формат мы будем продолжать. И в конце каждого месяца будем подводить итог и разбирать простые и сложные случаи. Эти две викторины были самые простые, дальше будут фразы посложнее. И заодно будем разбирать самые разные нюансы употребления тех или иных фраз в тех или иных случаях. Так сказать, будем разбирать, как говорить по-русски прилично, а как приличным людям лучше не говорить. То есть, на самом деле, есть такой момент очень интересный, что в русском языке от перестановки слов в предложении зависит интонация. Это похоже на русский язык местами, и вообще очень часто построение фразы в русском языке похоже на русские фразы. Возможно, это славянское влияние, возможно, это даже влияние, которое оказывалось на балтийские языки, но это то, что вам в любом случае может облегчить изучение русского языка. В первой викторине у нас были самые простые слова, мы сейчас их проговорим, чтобы закрепить. Привет у нас будет Кайлс. Доброе утро Кайлс Ангстайной, то есть привет утром, если дословно переводить. Добрый день Лабан Дейна. Добрый вечер Лабан Бетан. Спокойной ночи Лабан Нактин. Как дела? Кейки тебе эйт. Такая же структура, как во французском и немецком языке. И, соответственно, отвечают на эту фразу «Мене эйт лабай дебикан динкун». У меня все хорошо, большое спасибо. Неплохо, не варгай, большое спасибо, дебикан динкун. Пока эрдил. Это первая викторина, это то, с чем вы в большинстве своем справились. Вторая викторина уже была сложнее. Мадли – это «пожалуйста», а в ответ на «спасибо» мы говорим «мадли май». Это форма одного и того же глагола «мадлитун». «Асмадлитен» – «я прошу тебя». То есть «мадли» – это сокращение от фразы «асмадлитен» – «я прошу тебя». «Мясмадли майванс» – «мы просим вас». То есть фактически, когда нам говорят «спасибо», мы тоже говорим «просим», как вежливая форма ответа на «спасибо». Можно сказать «мясмадли майтен», если мы говорим «мы просим тебя». Или, соответственно, «асмадли ванс» – «я прошу вас». С существительным и с местоимениями мы дальше еще поработаем, но так как мы все время их употребляем так или иначе с глаголами, то мы с ними еще будем много раз сталкиваться. Не за что, не астперка, то есть дословно не астперка, не есть за что. Есть разговорная форма нистперка, а в интернет-сленге просто опускают гласные, получается нстпрк. 6 согласных подряд. Но про интернет-сленг в русском языке мы еще отдельно попозже поговорим. Это такое очень новое явление, но очень интересное. Есть еще такое интересное сокращение в современном русском языке мазибут. Мазибутвый может быть очень часто сокращают до мазибут в одно слово. Так что если вы встретите такое слово, не удивляйтесь, это просто разговорный язык. Так как русский язык не мертвый язык, а вполне себе живой, и сотни людей им пользуются, то когда вы смотрите видео на русском телевидении, слушайте внимательно, как люди говорят, и услышите много очень разговорных совсем и литературных форм. Так, идем дальше. Извини, этвинуяйс. Извините, этвинуете. Но этвинуете мы говорим нескольким людям. То есть одному человеку мы в любом случае скажем этвинуяйс. Потому что в русском языке нет уважительной формы «вы». Одному человеку мы всегда говорим «ту». Ничего страшного, ни аст, ни ка, варган. Многие из вас выбрали вариант «не аст, ни ка». «Не аст, ни ка» означает «ничего нет». То есть, когда у вас ничего нет, вы так и говорите «и не аст, ни ка». Или «ас ни канитури», «я ничего не имею». Дальше уже у нас
идут нюансы. Ас не белай прусиской. Я не говорю по-прусски. Это самый нейтральный вариант. Но если мы меняем местами слова в этом предложении или ставим анга, то есть разве, то уже получается совсем по-другому. Ас прусиской не белай. Я по-прусски не говорю. Видите уже какая разница. Прусиской ас не белай. По-прусски я не говорю. Не белай ас прусиской. Я не говорю по-прусски. Вот, то есть постепенно у нас эмоциональный накал увеличивается. Белай то английской. Говоришь ли ты по-английски? Английской то белай, а по-английски ты говоришь? Анга белай то английской. Разве ты говоришь по-английски? Анга английской то белай, а по-английски ты говоришь? Анга английской то не белай, а ты что, по-английски не говоришь? То есть видите, каких нюансов мы можем добиться перестановкой слов в обычном предложении. Белай то миксиской. Говоришь ли ты по-немецки? Это нормальный, спокойный вариант. Миксиской то белай, а по-немецки ты говоришь? Анга миксиской то белай. Разве ты по-немецки говоришь? Анга белай то миксиской. Разве ты говоришь по-немецки? Не белай то миксиской. Ты что, по-немецки не говоришь? Анга миксиской то не белай. Ты разве не говоришь по-немецки? Белай то московитиской. Говоришь ли ты по-русски? Анга белай то московитиской. Разве ты говоришь по-русски? Анга московитиской то не белай. Ты что, по-русски не говоришь? Не белай то московитиской. Ты не говоришь по-русски. Анга не белай то московитиской. Ты что, по-русски не говоришь? Вот, видите, я вас учу, как говорить прилично и правильно, но если вы вдруг поставили слова в предложении по-другому, это уже будет другой прусский язык. Я не учу вас так разговаривать, но если вы вдруг встречаете такие фразы или вам таким образом говорят, то не пугайтесь, это просто более экспрессивный вариант прусского языка. Еще очень хорошая новость. У нас заканчивается октябрь, но я набираю сейчас активно группы для изучения прусского языка онлайн и офлайн. Так что все желающие получить бесплатный пробный урок прусского языка, записаться и узнать как можно больше нового о прусском языке, научиться на нем читать, писать, разговаривать и найти большое сообщество, которое вас будет принимать и поддерживать, потому что таких людей много. Прусский язык становится сейчас очень популярным в Европе, набирает популярность в самых разных странах, не только в Литве, Латвии, Польше и Германии, но и в других. Спокойно приходите и записывайтесь на занятия в личных сообщениях или сообщениях канала. Я всегда буду всем рад. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Всем хорошего дня. Vi ses, Erdil.